Площадь Свободы стала главной ареной спортивного праздника, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие объединило ветеранов спорта, действующих спортсменов, школьников, представителей власти и жителей республики. Шествие возглавили ветераны отечественного спорта. Строевым шагом по площади прошли 25 колонн, по 20 спортсменов из всех районов Абхазии. С торжественным событием участников поздравил президент страны Бадра Гунба. Дорогие спортсмены, уважаемые соотечественники, поздравляю вас с открытием спортивного фестиваля. Фестиваль, который должен стать событием не только для спортсменов, а для всех граждан нашей страны. Именитые спортсмены, выходцы из Абхазии, всегда прославляли наш спорт на международной арене. Уверен в том, что среди вас есть достойные ребята, спортсмены, которые продолжат эту прекрасную традицию. Государство всячески будет оказывать поддержку спорта. Для нас очень важно развитие спортивного сообщества. И то, что происходит сегодня, фестиваль спорта, это не только праздник для спортсменов, это праздник для всех граждан нашей страны. Фестиваль, проводимый впервые за постсоветский период, призван популяризировать спорт, укрепить его роль в обществе и повысить профессиональный уровень атлетов. Президент подчеркнул, что спорт, культура и духовность являются основой национального единства. Особые слова благодарности Бадра Гунба адресовал ветеранам спорта, чей вклад в развитие отрасли остается неоценимым. Глава государства сообщил, что подписал указ об ежемесячных грантах для 30 спортсменов. Мною сегодня принято решение, подписан указ о поддержке 30 спортсменов с наилучшими достижениями, которые представляют нашу страну на международной арене. Уверен в том, что многие из вас воспользуются этой возможностью, достигая наилучшие результаты в спорте. В программе фестиваля были представлены разнообразные спортивные дисциплины, от боевых видов спорта до художественной гимнастики. Отдельные зоны посвящались тяжелой и легкой атлетике, вольной борьбе, шахматам, шашкам и домино. На фестивале были организованы мастер-классы от известных спортсменов и тренеров, где участники могли получить ценные советы и улучшить свои навыки. Конечно, как охотник взяли, можно и по-другому взять. Ну, можете попробовать. Еще тяните. И отпускайте. Резче. Организаторы фестиваля отметили, что главной целью мероприятия является популяризация спорта и здорового образа жизни. Они выразили надежду, что фестиваль станет традиционным, привлекая все больше участников и зрителей, и подчеркнули важность инвестиций в развитие спорта и создание условий для занятий физической культуры для всех слоев населения. И вы видели сегодня, как красочно это все прошло. Каждый спортсмен каждого направления представлял свою федерацию спорта. Районы и городов представляли свои комитеты спорта и молодежной политики. Общими усилиями мы провели фестиваль, на мой взгляд, достаточно красочный. А он будет ежегодным? Вы знаете, мы пока не планировали проводить ежегодным, но наша задача показывать обществу, что у нас здоровая нация, что спорт в Абхазии должен быть модным. Наша задача не только развивать профессиональные виды спорта, но и любительские в том числе. Спортивные выступления представляют собой зрелищные мероприятия, демонстрирующие физическую подготовку, техническое мастерство и соревновательный дух. В основе успеха лежит многолетняя подготовка, включающая интенсивные тренировки и психологическую устойчивость. Кроме профессиональных видов в стране развиваются и любительские виды спорта. Я думаю, такие мероприятия должны быть ежегодные, чтобы люди больше привлекались, молодежь именно привлекалась к спорту. Это очень значимо для нашей страны, для нашей нации, чтобы наша нация именно была модная в спорте. Я считаю, это очень правильное мероприятие и рад тому, что оно состоялось в таком масштабе. Организаторы фестиваля отметили высокий уровень подготовки участников и огромный интерес публики к мероприятию. Фестиваль стал ярким подтверждением того, что спорт – это не только здоровье и сила, но и дружба и единство, стремление к новым вершинам. Кундашова, Асида Сагария, Камила Джопу, Абхазское телевидение.